мероприятие было достаточно спонтанно организовано. Дело в том, что я участвую в открытом отборе общественных представителей Агентства стратегических инициатив. Прошла очный этап отбора, ну и буквально в четверг вечером, в пятницу, поступил звонок из города Москвы, из Центра городского развития. Они попросили провести это мероприятие, которое посвящено анализу общественного мнения по экологической обстановке в нашем городе Улан-Удэ. Чистый воздух проводится в рамках подготовки стандарта экологической открытости. Этот стандарт реализуется в рамках национального проекта «Экология». И насколько мы понимаем, это все реализуется еще и в федеральной программе «Чистый воздух». К сожалению, Республика Бурятия не входит в число участников этой федеральной программы. Но, тем не менее, проблема с экологическим загрязнением чистого воздуха, атмосферного воздуха в городе Улан-Удэ из года в год становится все острее и насущнее. И очень важно попытаться ее решить, обсудить, посмотреть, какие существуют инициативы, какие инстанции отвечают элементарно за анализ качества воздуха, каким образом можно аккумулировать действия разнообразных органов, общественных инициатив и пытаться какие-то положительные сдвиги в этом направлении осуществить. Наша кафедра земельного кадастра и землепользования также проводит, помимо этого, научный семинар в рамках сегодняшнего мероприятия. Позвольте, я вам представлю нашу кафедру. Старший преподаватель нашей кафедры Маркаев Роман Бимбаевич, кадастровый инженер, ведущий преподаватель по дисциплине геодезия. Старший преподаватель кафедры земельного кадастра Юрова Аюна Жалсанна, заместитель декана факультета биологии, географии и землепользования по учебной работе. Также у нас присутствует наш лидер, наш декан факультета, кандидат биологических наук, доцент Выжикова Евгения Михайловна, декан факультета биологии, географии и землепользования. Вкратце я расскажу, как будет проводиться сегодняшнее мероприятие. Оно подразумевает сбор данных по 3 важным вопросам. Вопросы у нас представлены на 3 разных столах. Первый вопрос будет посвящен источникам атмосферного загрязнения в городе Улан-Удэ. Второй вопрос, который будет за вторым столом обсуждаться, это существующие тренды в сфере темы чистого воздуха в городе Улан-Удэ. Проходите, пожалуйста. Текущие городские инициативы. Это тема, которая будет обсуждаться за этим вторым столом. И тема номер 3. Это формат и каналы предоставления данных о состоянии атмосферного воздуха в нашем городе. За каждым из 3 представленных столов находится хозяин, ведущий стола. За первым столом это Роман Бимбаевич, за вторым столом буду я сама, Людмила Черовна, за третьим столом Аюна Жалсанна. Огромная просьба участников нашей стратегической сессии разделиться на команды. Это у нас лидеры общественного движения и представители органов, как так это, втроем мы сели. Я хочу разделить на 3 большие группы. Помимо этого у нас представлены студенты кафедры земельного кадастра и землепользования разных курсов, бакалавры, магистры, студенты даже колледжа есть. И попытаться обсудить каждый вопрос, который представлен за этими столами, в течение 20 минут. То есть процесс обсуждения вопросов по 3 столам будет идти ровно в течение 20 минут. Нам важно в течение часа обсудить 3 важных вопроса. Хозяин стола фиксирует все мнения, которые он слышит от участников. Как только заканчивается по таймеру наше время 20 минут, осуществляется переход участников за следующий стол. И так нужно сделать 3 раза. Таким образом, каждая группа работает над темой по 20 минут, а хозяин стола слышит 3 разных мнения. Проходите быстренько за листом. Также, поскольку мероприятие проводится в рамках Агентства стратегических инициатив,
огромная просьба до конца мероприятия пройти регистрацию на нашей платформе Лидер ID, стать участником, во-первых, этой платформы, во-вторых, стать участником этого мероприятия. Забыла представить преподавателя нашей кафедры Коновалова Павла Валерьевича, который технически нам помогает этот процесс осуществить. Вот. Если вдруг вы там раньше убежите, пожалуйста, зарегистрируйтесь, то есть свои данные оставьте, у вас дальше оцифрует, занесет на площадку. Ну а так, чтобы погрузить вас в тему, хотелось бы продемонстрировать ролик, который сняли студенты-биологи нашего факультета, посвященный атмосферному загрязнению. Да? Погрузим вас немножечко в эту тематику. Посмотрим. Считаете ли вы воздух в нашем регионе чистым? Нет. Нет. Нет, безусловно, нет. Нет. Нет, считаю. И по данным вот, независимых исследований, мониторинга фактически, и по данным государственного мониторинга, состояние атмосферного воздуха в Улан-Удэ критическое. Если не изменять, в прошлом году Улан-Удэ вошел в топ по самым загрязненным городам. Считаете ли вы воздух в нашем регионе чистым? Да, не совсем как загрязненные автомобилями и другими промышленными предприятиями. Здесь машин много, из этого ТЭЦ, недовлетворительное состояние и оборудование. Есть вклад существенный и автотранспорта, потому что его тоже за последние годы он резко возрос. Но тут важно подчеркнуть, что промышленность как раз не могла быть главным фактором по одной простой причине, потому что она под контролем. Засекаем время. Сейчас 15 минут 5-го. В течение 20 минут, или я вас прошу, в течение 20 минут мы с вами обсуждаем те вопросы, которые обозначены за конкретным столом. Я буду фиксировать. Первые, наверное, несколько минут я попрошу представиться. Да, на тех столах, где знают, как самая основная проблема, что проблема, да, третий стол, да, то есть уже, естественно, как работа даже уже ставлена вот для этого, да. А вот у нас вообще есть такой самый проект с возобновляемыми экологически чистыми автономными источниками энергии. Бадмаев Алдар Геннадьевич, кандидат географических наук, Прикасик Сурдовой. Ишанаев Александр Андреевич, кандидат технических наук, Байкальский суд, пользование, лаборатория геоэкологии. Мария Сергеевна, студент колледжа, семейные имущественные отношения. Викула Юлия Павловна, студент второго курса Спасибо. Так, еще раз напоминаю нашу тему, в которой мы должны работать. Это тренды в сфере развития чистого воздуха в городе. Здесь важно делиться вашим профессиональным опытом. Покажу то, что вы знаете, что такое в нашем городе. Я попытаюсь это дело зафиксировать, а потом обобщить. Какой паспорт собираем ваших? Слушаем вас.
Я не против. Значит, тема, которую я помню там в Дубине, еще в 2016 году ВНФ, наш фронт, да, Общественный народный фронт, проводил эту тему, значит, совещания, где мы там тоже выступали, подготовили слайды, значит, и выступили. 22 июля этого года глава проводил совещание под атмосферным воздухом, может, вы знаете совещание, тоже туда пригласили, тоже читал доклад. Значит, мы занимаемся экологически чистыми технологиями уже больше 10 лет. В 2010 году эту установку я поставил у себя дома. Был Наговицын, глава республики, министры строительства, главы районов, ну, там бывали. Но, как говорится, дело не шло. Но в 2012 году по программе энергосбережения и энергоэффективности все-таки выделили деньги и финансирование. И мы сделали социальный объект, детский сад в селе Иркили, куда тоже все паломники ездят, в том числе вот Анатолий Григорьевич выездное заседание проводил там. Значит, что это такое? Ведь я же еще не сказал, что за установки, да? Когда я выступал тут, когда ОСИ тоже было, Чукчева приезжала, да, прошлым летом, да? Я сказал так: Сергей Саввович, мы тоже производим продукцию, как предприятие, которую нельзя увидеть, нельзя потрогать, нельзя пощупать. Говорит, ну не томи, скажи, что это такое. Говорит, ну тепловая энергия. Мы можем только ощутить. Нам тепло. Так вот, значит, это называется тепловой насос. Самый главный, вот я уже 10 лет тут на выставках одноместных выступаю, да, лекции читаю. Самый главный теплоисточник на Земле — это у нас географ. Скажите, самый главный — Солнце, совершенно верно. А самая большая тепловоспринимающая поверхность — сама Земля, да? Больше тоже не бывает. Так вот, при вращении, вот сейчас зима, да, есть такое понятие глубина промерзания грунта, да? Вот у нас в регионе это 3,5 метра, да? Ну, ладно, 3,6, например. А все, что ниже глубины промерзания, всегда плюс. Воду же мы качаем, да? Так вот, за этим теплом мы и лезем, как говорится, да? Так вот, тепловой насос такая штука. Кстати, он у каждого есть дома. Да, у каждого в доме есть тепловой насос. Называется он холодильник. Ведь вы же тепло выкачиваете из продуктов, да, охлаждаете, которые внутри холодильника. А сзади холодильника, да, ну по-разному. Сейчас у кого сбоку, у кого встроен конденсатор, который нагревается, да, который нагревает воду, да? Обращали внимание? Так вот, наши продукты, это пиво, мясо, там, которое мы холодим, да, это наша земля. Земля. Мы охлаждаем землю. А то тепло, которое мы якобы выбрасываем на воздух, мы как раз отапливаем город. Вот эти технологии, они изобретены, открыты, вернее, в 1852 году. Каждый проходит это в школе. Называется свойство газа. Что при сжатии газ нагревается, а при расширении он охлаждается. Поэтому в тепловом насосе есть два теплообменника. Испаритель, откуда снимается тепло из окружающей среды, в данном случае из земли, в нашем регионе. Это сама земля, потому что воздушный. А конденсатор, который мы используем в качестве... Аквапласт. Человеку, состояние. Спасибо вам. Я вас услышала, я зафиксировала. Это у нас очень хорошая инициатива существует. Еще два слова, если разрешите. То, что я выступал 22 июля, предлагал, да и в 16 году еще предлагал. У нас, вот, вы же географы, вы же
знаете, да, вот река Селенга, да? Вот наш город Улан-Удэ. Вот наш левый берег. Преобладание ветров, вот легко с профессионалами разговаривать, да? Северо-западные, да? То есть все, что топит левый берег, это накрывает как раз центр города. Мы этим и дышим, да? Но это поймы реки, поймы. Значит, внизу вода 3-4 метра, да? Ну, до 10 метров будем считать. Она имеет плюс. То есть люди живут на тепле. На тепле, внизу неограниченное количество тепла. И что нам мешает? В каждом доме, а там уже есть скважина под воду, да? Сделать вторую скважину, качаем воду, охлаждаем, отапливаем дом и сливаем. Все. На 1 киловатт-час затраченной электроэнергии, киловатт-час, тепловой насос выдает 3 киловатт-часа тепла. Если мы сегодняшние 2,83 разделим на 3, получаем там 97 копеек. Да? Это даже на сколько-то копеек дешевле, чем в Иркутске. Да? Вот решение финансовое, решение экологическое, решение тепла. Все в одном флаконе. От, как говорится, отрицательных воздействий каких-то вообще нет, только плюс. Тогда, когда я предложил это все, значит, Алексею Самбуевичу, так, вот чтобы было дешевле, вот обычно сейчас у нас там закупают там, за границей, да, мы уже умеем это делать сами. Уже сделали тепловые, уже работали, там есть нюансы, я сейчас на них не буду останавливаться. Так вот я сказал, что если тут делать самим, да, то есть открыть производство, то есть это рабочие места. Да? То есть получается все в одном флаконе. Мы производим, мы монтируем, и мы же обслуживаем. Да? Все на месте. Рабочие места, налоги, зарплата и дешевле. Будет примерно, ну, там, 1,5-2 раза, если закупать там в Китае, и там в 5-6 раз дешевле, если закупать там в Швеции, в Америке и в Германии. Вот, значит, если мы говорим, вот как у меня дома стоит, там воды нет, да, а все, вопросов нет. Да. Спасибо. Ну, вообще, вот у нас тема, да, такая интересная. Тренды в сфере развития в городе. Мы подняли на правительственном часе вот эти вопросы. Их писали, да. Вот насколько часто Там постоянно, и как сезон начинается, там между двумя котельными получилось, и вот перекрест идет, и все там осыпается. Второй год, третий уже говорим об этом, никак не можем это пробить. Ну, вначале надо изучить, конечно, и разработать комплексный план. Поэтому мы хотели бюджет забить. На 2020 год опять нас глава республики говорит, что нужна рабочая группа. Мы добьемся, чтобы такая рабочая группа была создана по разработке комплекса мер. Но одна из мер, конечно, это оповещение граждан, постоянный мониторинг плюс оповещение граждан. И обучение дошкольников, школьников, школьные программы, вот, да, последствиям, вот этим всем экологическим показателям. То есть основам экологии, основам просвещения, да, это просвещение. Получается, в одном предприятии, там, допустим, крупная авиационная завод, вывозы экологически оплачивают, ну, как бы, не экологический сбор делают. Вот, но частный сектор, да, вот у нас застраивались тоже в Загорске возле авиационного завода, отапливают они дровами. Просто в текущем году поступило к нам обращение, мы как бы, ну, не знаем, как среагировать. Проблема это не в том, что дрова. Частный сектор, дрова, уголь. Чем вреден уголь? Вот именно, да, почему люди не знают, они думают, что дешевле, они отравляют свой же участок, сами соседи же, и в конечном итоге они получают обратный эффект.
А уголь им дешевле, бурый. Причем некачественный берут тот, который маловаловский, так сказать, он дешевле, чем наш, допустим. Им отапливают. Поэтому человек должен понимать, осознавать. Он вредит не только соседям, он себе вредит прежде всего. И вот в участках это тоже. А сосед воздух принесет оттуда. Все взаимно, все комплексно, все вместе. А у нас некоторые думают, это меня не касается, ветер туда подул. А ветер с той стороны на его принесет территорию. Вот эти вот вещи, экологическое освещение у нас в населении, экологическая культура у нас очень низкая. К сожалению, низкая экологическая культура. Однозначно. Я сравню, например, даже, ну, возьмем с Калининградом, вот те, которые в западной области, да, там, даже и в Москве уже люди стали привыкать, они уже там, и там постоянно идет информирование, туда, в этот район произошла там авария, нежелательно быть, вот такие вещи должны быть разовые. Произошел разовый выброс какой-то, да, нехороший. Население должно быть информироваться. У нас такие вещи А не как вот приняты. найти точку взаимодействия как раз ведомственных органов, которые статистику знают ведомо, и вот население? То есть мы население города узнаем вот цифры, только врачи служат. По телевидению так. И то дозировано. Продавать ты должен у себя дома хорошо жить. Просто я считаю, что это чисто наша арабская психология. Вы знаете, что в этом такой, не такой высоко развитой стране, как Албания, был МММ, они сразу все правительство снесли. А так у нас МММ во вроде люди еще из тюрьмы вытаскивали и обратно деньги носили. Это психология граждан нашей страны, так, честно признаться. Самые как достойны того правительства, которое они сами. Если хочешь жить хорошо, ты должен сам. Решение проблемы признает Естественно, тут ничего не получится. Здесь никто не спорит, потому что самое главное, первое, это надо, чтобы само население, вот вы правильно сказали, общественное мнение, может быть, это второе, это «Газпром» практически решает. Если у него будет выгода, он будет. Если не будет выгоды, он никуда не полезет. Он лучше будет продавать китайцам через эту силу Сибири, которая идет через Дальний Восток. Вот их якутский газ. У нас тоже вот деревня, которая... У них тоже ничего хорошего нет. Хотя они с Якутска вывозят газ, в Якутии тоже газ не совсем полностью. Огромная территория тоже. Ну, просто так. Некоторые населенные пункты находятся, видят этот газ, и у них нету газа. Вот мимо проходит. Ну, с источниками все более-менее ясно. Главное, нужно первое определиться, где у нас больше всего загрязнение дается. Для этого как раз нужно найти источники вот этого. ТЭЦ, как Владимир Егорович сказал, ТЭЦ практически много не дает. Большая часть это, первое, это уголь этих частных домов, а второе, это машины у нас очень много. Уголь и машины же огромные. Сейчас... Уголь подпишите частного сектора. Представьте, где это все построили. Первый Валдинский район, все сюда приехал, Тарабагатайский район, Заиграевский район. То есть это весь пригород и все... Юго-западное направление. Да, юго-запад, юго-восток. Ну, практически все. Только вот с Кабанской стороны не очень много. И Прибайкалье. Остальное Заиграево, Тарабагатай и Волга. Все построено. Весь пригород. Ну вот, чтобы решать проблему, нужно найти на карте Улан-Удэ сделать, где больше всего это. Вот для этого как раз нужна наука. Нужно будет обратиться вот в лабораторию, значит, Жансуевой, Галицы Анжеевны, ну и попросить, чтобы гидромет. Гидромет, вы знаете, что чтобы одну цифру получить гидромет, сами знаете. Товарищем Пронину мы сколько уже бодались. Просто так цифру никто не дает. Мы же не для себя это ищем. Ну, у них на сайте выставляются же эти публикации, ежедневные, ежемесячные. Надо просто следить тогда, это выписывать. Это будешь 365
5 дней выписывать раз. Ну, они делают помесячную регистрацию. Я сам занимаюсь климатом. И, конечно, надо вести, во-первых, конечно, людям, что таким образом мы экономим на топливе и, конечно, не считаем ущерб экономический и даже все эти эффекты на здоровье это отражается. Сэкономив рубль на угле, мы потом в конце концов будем тратить 10 рублей на здоровье. Раковые заболевания, всевозможные заболевания. То есть мы думаем одним днем. Сегодня тепло, завтра мне все равно. То, что откладывается у нас в организме, это мы пока еще не считали. Надо тоже организовать такую, можно сказать, инициативу, может быть, команду, которая может все посчитать. И людям вдолбить, как можно И, соответственно, самый главный данный. Нет данных, ничего не Есть центр. Когда обращаешься, там 40 тысяч центов. У нас студентов нет денежки заплатить. Нет, пока начать с простого, с информационных табло. Нет, на какую информацию же вести? О текущем У нас же состоянии. мониторинг ведется экологически. Да, вот, Есть цифры метеоусловия, которые... Ну вот эти данные-то у них Всех стоят знакомых, тоже это просто одна сотка пошла новость. Выбросы просто элементарно пришли в электроэнергию ночью и в зимнее время. То есть люди уже думают, так, ночью с меня будет меньше брать электричество, я могу сэкономить на дровах там, или на кизике даже. Я лучше включу электрообогрев. То есть это, я думаю, что это Алексей Сангуевич должен поработать со своей командой, чтобы снизить, то есть хотя бы если не днем и не летом, хотя бы зимой и в ночное время стараться снизить тарифы на электроэнергию. Все равно, вот так или иначе, если мы там сможем, не сможем, упирается в поиск альтернативных источников энергии. Да, это уже это параллельно развивается солнце, электроэнергия, все строится, можно построить. Использование новых технологий для переработки. Да, мусор-то, но он же у нас, я не думаю, что мусор больше всего. Мусор это уже даже пока источника не написали. На мой взгляд, поможет строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, Они уже построили у нас, которым можно строительство новых мощностей, которым как не придут, они уже пришли, построили в Печорском районе, в Кабанском районе, в Тарбагатейском, в Кашемирском. Компания, но боюсь, что с экономической эффективностью там, конечно, да. Так вот, вы экономист, да? Сейчас я вам в двух словах. Значит, первый Печорский СССР. Значит, стоимость ее миллиард 200, ну, миллиард 200, значит, там гораздо источник. Установленная мощность 10 мегаватт. За год, цифры мне энерго наши дано, я работаю с ними. За год, вот ее запустил Алексей Сангуевич, кнопку нажал, вот бриф был в 2017 году, у меня еще осталось. В ноябре месяце 2017 года. Год прошел, я попросил, мне дали данные. За год станция выработала, помесячно даже цифры есть, 12 миллионов киловатт-часов Печорской. 10 мегаватт установленной мощности 12 миллионов. Сколько стоит электроэнергия в сети? Вы не знаете? Подключение это уже... Ну, я вам могу подсказать. Если вы в свою бухгалтерию обратитесь, чтобы они вам выдали или запросили МРСК, чтобы или там член энергосбыт, чтобы вам выдали расшифровку, счет с расшифровкой, там четко написано: электроэнергия рубль. Но там получается сетевая составляющая, там еще второй сеть, значит, нет, там ничего нет. Там напряжение СН1, напряжение СН2, все это
там, еще что-то там, еще что-то там. И в итоге получается там 5-6 рублей. Так вот, а станция работает в сети. Значит, она за год заработала 12 миллионов рублей. Да? При вложениях Миллиард. Значит, одно на другое делим, ну, то есть 80 лет срок окупаемости, да? Это вообще нереально, да? Это раз. Но дальше слушай. Оказывается, за этот год она заплатила налогов в Республику Бурятию 19 миллионов рублей. Вот вопрос для экономистов. Вот вопрос для экономистов. Что касается дальше Солнца. Я много долго могу говорить. Тогда тезисно поставить. Потому что, значит, вот смотрите, есть солнечные панели, которые выдают электроэнергию, а есть солнечные коллектора, которые выдают тепловую энергию. Да? Так вот, эффективность работы солнечных коллекторов примерно в 6 раз выше, чем солнечных панелей. Есть такое понятие удельное, значит, это, да? Вот на 1 квадратный метр, на 1 метр квадратный. Годовая выработка, да? Предлагаете все-таки тепловой коллектор. Годовая выработка, а я вам так скажу. Вот я в Германии был когда по программе «Спасибо». Сам директор института спрашивал, а что у вас мало коллекторов, почему нет? Он говорит, так а что, с них возьмешь 300 киловатт-часов с метра квадратного в год. Тогда я переводчику говорю, а ты ему скажи, что я в солнечном эти площадки снимаю 1000 киловатт-часов с метра квадратного, 1 мегаватт. То есть в 3 раза выше, чем общий мировой уровень. Вот такие скромные результаты. Там, если построить объект, его нечего подключить, там уже все. Тепловой насос стоит примерно за 1 киловатт, они разные по мощности, да? 1 киловатт мощности примерно стоит от 25 до 60, ну, там немецкие, да? Тысяч киловатт-часов. Это сам тепловой насос. Но мы же говорим о системе, да? Там же что, ну, будет стоять эта тумбочка. Мы же говорим, чтобы была система, чтобы она давала, чтобы она работала. А я в рублях, как я сказал, это рубли. Значит, так вот, сама система стоит. Если мы говорим, воды нету, и мы бурим скважины 100 метров глубины, и не одну объект, да? Вот на том же детском саду пробурили 10 100-метровых скважин, откуда взять тепло. Тогда стоит 100 тысяч, нет, значит, система для отопления 10 тысяч рублей за метр квадратный. Эко-библиотеку не называется. И вот в рамках этого же вот они по именно наименованию. То есть этой школы построить больше взаимодействия имел Владимир Они где будут? Они будут размещать свои сведения, исследования на сайте своей школьной библиотеки. И кто с ними подпишет сетевой договор о сотрудничестве, то вот эти сведения, которые с учениками, ну насколько они конкретно еще будут работать, они только приобрели его на днях. Ну, в одной из таких больше инициатив. А вообще обеспечение социальных объектов, школы, больницы, поликлиники, детские сады. Государство должно взять на себя вот именно вот такими 60 лет. Потому что если, допустим, выброс чего-то произошел, атмосфера, пришли школьники, а там, оказывается, даже нельзя находиться. Сразу режим ЧС срабатывает, и все так положено. Все, снимается занятие, школа закрыта. Это называется метод оповещения. Это называется информационная сигнальная. Меняем столы. По кругу можно пойти, да? Продолжаем обсуждение по следующему вопросу. Время 20 минут. Вот за меня будет. Представление, да, это состояние воздуха.
горожан. каким образом донести Да, до них мы информацию. знаем, что у нас плохой воздух, как нам донести в массы, скажем так, что мы можем предложить, да, для кого, в каком виде предоставляется экологическая информация, как привлекать общественные организации и жителей к сбору, обработке, оценке больших данных, как необходимо собирать и обрабатывать указанную информацию, то есть какие ограничения существуют и как их снять в будущем, да, то есть у нас есть закон, у нас есть коммерческая тайна, гостайна и так далее. То есть как мы можем проинформировать население по проблеме. Нет, там уже другой. Который говорил, автосервис, это СТОшник, который топит на отработанном масле 5, источники у нас, источники загрязнения. 5 Здесь нет этого чего-то. Я пятый чуть говорю. Промышленные хотели. Все равно я определенно не. К счастью, у нас ни Ангарск, ни Братск. Тоже бывает. Вот, значит, администрация план по снижению. Я вот честно, что можно будет этих посмотреть, А у нас в этом плане проводится. Вот все основные федеральные ведомства, которые занимаются информацией, они все там являются активными участниками этой интерактивной площадки. Сайт чей? Greenpeace. На базе Greenpeace. Не администрации города. Нет, к сожалению. Вот. Тогда с этим мы будем позвонить. Да. Ну все, оперативно, деньги, конечно. В любой точке света можно создать такую Да, это вот именно активные горожане, активные граждане, которые даже дома имеют какой-то датчик, получают даже на каком-то минимуме информацию и могут данные подать в эту карту. Данные же эти все платные, да? Когда мы запрашиваем, допустим, вот как какой... раз к этому я тоже да, сейчас да. хочу сказать. Так было бы хорошо, вот карта мусорных свалок же есть интерактивная, как будто бы. Просто там сколько будет стоить там. Да, ну, что мы можем предложить? Каким образом нам проинформировать? Ну, интерактивная карта, как вариант, мы можем писать, в принципе, Сначала данные собрать создание. надо же, потом, чтобы... Да, первый сбор. Что нам нужно сделать? Собрать данные, сбор данных. Датчики должны быть эти все. Целая сеть должна быть огромная. Вот эти же датчики частично же есть, объекты системы, да? Там ничего придумывать не надо, у нас все есть. А у кого доступ есть к этим датчикам? Надо только самое главное заставить, вот вы же сказали, платное, да? А ведь это предприятие, это государственное, оно на наши налоги живет. Как что за засекреченность? Что за тайны нет, это? коммерческой тайны нет, это, да? Они должны быть в открытом доступе. Что наработала эта организация? Она на сайте своей организации выставляет. У нас есть сайт Росгидромета, бурятский филиал, да, у них есть автоматизированные системы, да, по оценке загрязнения воздуха. Они работают в автоматическом режиме, передают онлайн. А где данные? На сайте? Бурпогода.ру. Все это передается. Другое дело, конечно, что этих датчиков у нас там присутствует очень мало. В Ланде, насколько я помню, их там всего. Ну, в частности, Нет, передается, где публикуется, мы же об этом говорим. Бурпогода.ру. То есть я, например, первый раз слышу. Что, они выложены в открытом доступе? Существует, и что Оксана Ильинична, а какие параметры? Именно касательно воздуха. Все основные загрязнители, специфики, конечно, не будет, потому что специально готовы, да? Что касается там, ну, вот этих районов, там, где не охвачены эти ограничения, да? Тут понятное дело, что это можно проследить либо по этим датчикам, как доносить до жителей, ну, я не знаю, вот есть бегущие стройки, допустим, где-нибудь. Реклама. Нет, я имею в виду это не реклама. Ну, это именно наружная реклама, где баннеры, где идет там. Как температура показывает канал, да, черный и тут же, информационный я не канал. знаю, там, ВТК такой, да. Панику сеять. можно сеять панику, можно не сеять, уже можно это не говорить, можно в каких-то единицах риска, риск высокий, заболеть какими-то
Ну, на местное телевидение в бегущую строку, чтобы включили хотя бы... Сейчас все в интернете. Хотя бы те показатели, которые превышают, да? Которые в норме их не надо, зачем? А которые превышают ПТК. Вот их надо, да, красной строкой Сразу пускать. скажу, бегущая строка. У нас присутствует слово молодежь. Вы смотрите телевизор, вы смотрите бегущие строки, что там написано? Ну, процентов 80, что нет, да? А молодежь у нас это большой процент населения. Вот молодежь. Бегущая строку в трамвае. Правильно. Вообще везде. Везде невозможно. МЧС отправляет же данные там, о порывах ветра или там рисках чего-то. Можно через МЧС даже отправлять? Через МЧС, да, когда самое все приходят. Ну и вообще, конечно, нужно всем усвоить общие правила, так сказать, пребывания на улице. Понятно, что у нас тут во власти сибирская циклона, которая наступает в конце осени, да, и до весны у нас застой воздух. Вообще, общие рекомендации поменьше надо скапливаться. Не топите печь. Нет? Ну да, чем мы? Есть уголь, есть дрова. То есть мы можем говорить, что уголь первый. Мы сделаем листовки и пойдем по всему частному сектору. Постепенно просто на электрокотлы и на газовые переходить. Газ просто электричество дорого. Просто надо снижать цены. Да. Все. Газ примерно в стоимости электричества. Все. А вот еще предложение. Европа тоже куда углем включить? дровами топила, сейчас они поумнели, обогатели, сделали чистый воздух. Значит, до утра, до 10 часов утра она выпускает оперативную сводку города Улан-Удэ. Есть такая. Они поняли, что можете здоровье дороже. там на сайте администрации города. Вот в оперативную сводку включать превышение КПК. Если бы у нас был не Вот газ, это предложение может быть. Какая разница? Вообще обязаны. Без разницы. Информационные сводки. Вообще по новостям. В оперативную сводку, это она, как и называется, оперативная сводка по городу Улан-Удэ. Да. Там все эти Я еще раз говорю, там работают сетей. сеть датчиков упирается все. Вот тут хотя бы даже по новостям каждый день. А передать это не проблема. Таким образом, как... Ну и вот тут, конечно, как привлекать общественные организации, жителей к сбору, отработки, оценки больших данных. Ну, смотрите, волонтеры, опять-таки, ты же не дашь этим волонтерам датчики, которые там... Нет, они просто стационарно будут проинформировать. где-нибудь стоять. То есть если уже собрана информация, вот Я имею в виду привлекать общественные организации к сбору, отработки и оценки больших данных. Я к тому, что вот у нас все равно у всех жителей есть смартфоны, и нужно использовать эти смартфоны. Для каких целей? Тут, наверное, конечно, надо сесть подумать. Я, допустим, вот, чтобы хотя бы собрать первичные данные для оценки риска здоровья населения. Понять, сколько человек проводит времени на улице, сколько можно разработать какое-то приложение, которое будет анализировать эти данные. Как ты ходишь, ты, значит, находишься на улице. Это время нахождения на улице. Сколько калорий сжег и сколько вдохнул плохого воздуха. Это уже можно пересчитать. Там же геолокации Можно точно. же информировать горожан о том, какой вред наносит грязный воздух здоровью. То есть напечатать листовки, Для начала готовить, нужно собрать, анализировать эти данные. Это не относится к распространению, это относится к исследованию. Нет, ну есть же стандартные данные, вот определенная химическая примесь влияет так-то так. То есть все знают об этом, как уже это не скрыть, и у нас это присутствует. Напечатали Я на том листовки, столе предполагал, что распространили. нужно все вот это разработать. Если касается распространения, Какие риски здоровья, это все в деньгах высчитать. Просто показать, вот столько рублей будет стоить ваше здоровье, а столько вы Да, и экономите. вот Да. общественные организации привлечь и уже выходить на уровень. Это через Да ладно, ты себя тянешь, а еще соседи там, Да, которые конечно, вокруг. мы же все вместе живем уже в одном городе. Вы же отсюда, в этом здании вообще? Ну да, основная работа здесь, ну, соседний факультет. Самое наиболее современное ваше здание, да? Ну, из самых последних, которые построены. Вот я вижу вентиляция, да, ну,
Визуально вижу, да? Она работает. А? Есть новые, мне кажется. Вот смотри. Лежал в больнице, да, палата, да. У меня есть датчик СО2. Ну, один из этого мы уже, значит, содержание кислорода, содержание СО2. Есть норматив содержания, да. Ну, ПВ там называется, там миллионные доли грамма, да, в этом. Да. Значит, норма от 600 до 800. Ну, такая, значит. Ниже 600 даже. У меня в палате фотография, специально приносит. 1520, в коридоре 2200. И ручек надо. Значит, ну, вентиляцию там не включали, я специалист водоснабжения. Значит, мы там общались, другие работы делали. С момента сдачи в эксплуатацию этих корпусов, кардиологии, вентиляторы ни разу не запускали. То есть сделали мы недалеко прокуратуры нашей центральной, знаете, да, пристрой. Мы там поставили эти наши насосы. 11 скважин пробудили. Тоже есть старое здание 36-го там какого-то года постройки, есть новое здание. В новом здании вентиляция, все, кнопочку нажали, работает. Зашел, там, где девушки сидят, значит, бухгалтерии нету, старое здание. Поставил. 1300. Пошел в новое здание, где кабинет, где работает вентиляция. Поставил. 780. Понимаете как? Да, извините, к вопросу ограничения. Да? Сейчас я уже за тем столом говорил, что при подаче формы статус отчетности очень высоких предприятий, которые выбрасывают больше 10 тонн загрязняющих веществ. Я тут предлагаю, как Павлик Мороз, кто там у нас? Законы пилить? Нет, я имею в виду, видишь трубу, да? Вот, то, что буду и предложил. Фотографировать, что-то у него черный дым сфоткай, разработать приложение специально. Ну да, это вот интерактивная карта. Если есть признак, что это труба коммерческая. Да, понятно. Ну, тут уже, конечно, это определенный опыт, потому что не заставишь человека платить, предприятие может заставить. Потом, что касается сбора, обработки больших данных, да, я уже говорил, нужно разрабатывать мобильное приложение, нужно заинтересовывать людей. Молодежь участвует. Даже смотрите, 2 ГИС программы, да? Мы же запустили, по-моему, такую тему, да? Станем нашим агентом. И мы выиграем, кто больше соберет данных в новом предприятии, тот, значит, получит. Ну, у нас есть вот сервис «Активный горожанин». Он работающий, люди жалобы пишут, но он даже может тоже подать заявку. Тоже может подать заявку. Мы по пункту, как необходимо собирать обратную информацию, какие приносы здесь вообще можно чисто на научной основе сделать датчик, да, те же самые с использованием. Все это можно реализовать, нужно. Понятное дело, что нужны для этого деньги, но и можно и инициативу следовать. У нас, как всегда, все упирается в деньги. Да? Но вот даже в рамках, когда денег нет, что делать, да? Хотя бы в рамках указанных моментов, что мы сейчас обозначили. Черную трубу можно тоже вот наказывать, это просто вопрос правового пользования. Разработать, у него там поставить датчик, действительно ли он загрязняет, либо это уже не наши, это уже да, через правовое пользование. Здесь все понятно. Да? А вот, что касается как раз таки гостайны и коммерческой тайны, вот, есть необходимость получить данные, да, вот, данные загрязнения, и так далее. Мы приходим в какое-то ведомство, говорим, дайте нам, пожалуйста, такие данные нам, к сожалению, не дадут. Да? Это не гостайна, это не коммерческая тайна. Как нам сделать так, чтобы мы могли получать эти данные? Мне кажется, можно для проведения каких-то научных ради нашего здоровья можно пробить все, что угодно. То есть через все этапы, через все ветви. Нужно добиться открытости данных вообще. Как можно больше полноты охвата вот этой картины всей и, конечно, прозрачности данных.
другой вопрос, зачем, кому они нужны эти данные? Здесь у нас всегда, что будет человек. Ну, это как пропаганда, сейчас же Я идет пропаганда. говорю, потом это посчитать, сколько на здоровье, как отражается в деньгах. Не используют пластиковые пакеты. Мы же переходим потихоньку, это бумага седает, это идет, да, такая пропаганда. Здесь то же самое, да, Ну да, тоже туда уходит. Но для широкого публики, в принципе, нужно. Можно, конечно, получить, да, но нужно. Тем, кто занимается, Выжимка для тех, чтобы для широкой публики, вот кто поймет вот эти данные, вот эти большой массив будут обрабатывать ученые. Вот там, да. А они будут на выходе просто пару цифр. Вот столько-то мы сейчас изъясняем, и вот, чтобы... Еще в 2012 году Санкт-Петербургский институт, там называется, сделал понятие сводный ток. Большая очень работа, все четко там прописано. Да, 7 лет прошло, да, сколько выхлопов от автомобиля, сколько выхлопов от этих. И там было такое, что автономные источники, они так называемой тепловой энергии, УНД в количестве 20 тысяч штук. Когда 22 июля вот, у главы это совещание по атмосферному воздуху было, там надзорные органы, там уже все эти доклады делали, прозвучала цифра 45 тысяч автономных домиков, которые отапливают, загрязняют воздух, вот, значит, где медицинские прогрессии быстро-быстро за 7 лет все это дело увеличивается. Поэтому работать надо, я считаю, физически, не разговаривать. Время разговоров прошло. Самое лучшее время, как очень вчера. Да? Давайте тогда небольшой итог подведем. Я прошу сейчас на листочке написать все-таки, какой основной канал должен быть предоставление данного состояния воздуха. Это мы сами, сарафанное радио, это госорганы, СМИ и так далее. Как вы думаете? Давайте каждый напишет, мы сейчас небольшой ссылочку. Я думаю, что должны быть СМИ, включая соцсети. Буквально один вариант, и мы потом подытожим, что у нас в итоге. Волонтеры, да, что это еще нужно? Обязать учителей. Одно предложение. Я думаю, вообще это... Спасибо, коллеги. 20 с лишним уже минут прошло. Можно хоть как, Задерживайся. это не стоит денег. Можно Получается, в последний раз менять через все доступные методы. Я обсудить для вас. Специальные органы должны быть если зарплату получают. Так, ну что? Эта группа должна быть. Так, как мы у нас уже прошли все два стола, да, то есть основные проблемы. Здесь какая тема? Начало. У нас с вами третья тема – это формат и каналы предоставления данных о состоянии воздуха. То есть там мы обсудили за первым столом, какие у нас источники основные загрязнения воздуха. На втором столе мы обсудили, что у нас вообще в городе происходит, как у нас госорганы отрабатывают их контроль, какие у нас существуют программы, проекты и так далее. Здесь мы уже говорим о том, как нам уже полученную информацию распространить, да, чтобы донести до населения, что воздух у нас загрязнен. Что мы можем сделать, да, и вот основные там вопросы, да, для кого, как можно, да, эту информацию собрать, предоставить, да, и как привлекать общественную организацию, жителей, да, обработать этой информацией дальше. Какие ограничения существуют и как их снять. То есть есть такое понятие экономическое, это постоянно, да, какие-то вещи просто определенные уровни не могут разрушать, как вот этих моментов избежать. Что мы можем предложить? Во-первых,
Мне казалось бы, мы живем в Я думаю, помимо непосредственно нашей работы, даже мне казалось, логическая информация завести такую рубрику. Ну вот молодежь присутствует, говорит, что телевизор не смотрит. Молодежь, где вы узнаете информацию? Ну я знаю, ну, давайте поставим, да, у нас есть средства массовой информации, это в том числе телевизор, это в том числе интернет, да, все электронные газеты, это все здесь. Молодежь, социальные сети. Инстаграм, сделать прямо, есть различные паблики, допустим, городские, там, различные информации по городу, то есть прямо им даже как-то с бюджета платить забор. Они каждую неделю делают пост, на данный момент они могут такое вот, прям, ну и рекламную таргет делать, или создавать прям государственные каналы, Инстаграм, Ютуб, соответственно, тоже. И прямо новостной, то есть там, об экологии вообще. Интересно подавать информацию. Не просто там нудным голосом на данный момент, как обычно это бывает, делать. То есть это как-то веселее, это элементарно ведущий, который это подает, он должен быть харизматичный, понимать. Да, сейчас идет даже в соцсетях реклама «Сохраним Байкал». Такая, да? Все, думаю, все видели YouTube, все смотрят, да? Ну, подобно только запускать и прямо, чтобы потом как навязчивая реклама. Вообще можно даже сделать какой-то определенный свой канал сделать в Инстаграме и запустить различные, допустим, проблемы, через него решать. Это мировой уровень, есть вот такая организация Greenpeace. Все видели, все слышали. Вот там все это тиражируется, и в том числе проблема чистого воздуха. Ну, то есть насколько привлечена молодежь в эти каналы? Опять-таки, видите, составляющие. Допустим, на Greenpeace никто не подписан, на кому он может? Как это кому нужно? И финансирование, вот смотрите, вот я когда там начинал, да, а ведь программа-то у меня приукрашивается много, да, проблема? Человек сейчас тратит какое-то количество денег, Завлекают, втягивают людей. Ему ставят Так вообще, вот даже если, в принципе, от государства... Тогда это должно быть на уровне все-таки государственного уровня, да, и распространения информации. Нет, вообще нет, мне кажется, потому что когда работают с государством, это, то есть, ну, молодежь, это зашквар. То есть, ну, нельзя работать с государством, всегда это обман идет. То есть, даже вот сейчас различные топовые блогеры, они работают по государству, Как раз вот это же все-таки через органы госвласти, а если здесь мы будем заказывать платную рекламу, это то же самое органы госвласти. Это нужно проплачивать рекламу, ту, которая нам нужна. Есть ПДК такой, там мы уменьшаем, платим, и у нас пошла реклама в соцсети. Все, мы опять получаем недостоверную информацию. А у нас речь идет как раз таки, как вот эту всю проблему обозначить. Как общественная организация. Даже простые, да, выезды, да, вот есть тема, и приходит, да, когда вот прямое, а по школам ну, понятно, ну, у нас пример. Медики, да, очень часто приезжают, ведут какую-то проблему, рассказывают, да, спичат в такие моменты. Приезжают, да, молодежь просвещают, скажем так. Если общественная организация, все-таки, да, вот это все-таки общественная организация, они должны интерес общества оставить. Это проблема приезжают, то есть это периодично два раза в год, например, да, и просто информацию. Во-первых, она, в принципе, доступная. Например, состояние воздуха,
данные гидрометра, они есть на сайте. Почему-то просто мало об этом кто знает. Да, И вот сейчас тоже об этом узнать, что данные есть, что они открыты. Но там он говорит уже в ключевом формате, они присутствуют. ну, то есть Всегда те альтернатива точки, особенно, да, выбирать и датчики не по всей территории города, может быть ограниченной территории, да, и ну, общий покрытие. Например, в каждой точке Хотя бы города это. невозможно поставить, да, датчик. Конечно, хотелось, да, но это просто невозможно. Поэтому давайте хотя бы ориентироваться на этих трех. Даже по трем собирать информацию бывает очень сложно. Это нужно там посадить специалистов. Да, прямое взаимодействие двух организаций и, соответственно, уже общественная организация эту информацию должны тиражировать. Да, ну кто-то, конечно, жалуется, что гидрометры на готовую информацию выдают. У них там есть сводки за неделю, за месяц, да. Видите оттуда и смотрите, поэтому они свою как-то функцию выполняют, что они информируют. Потом, когда у них там СМИ бывают, ой, что мы, да, неблагоприятными условиями, уже об этом Что вы знаете это нужно, чтобы общественная организация знала, где что находится. Да, или элементарно рассказала, вот зайдите сюда, там все По школам ездить, школьникам это вообще проще до них донести через соцресурсы, если ездить по школам. Для них это просто ништяк, урока нет. Я посижу. Он как идет, да, он проходит, эту информацию нужна, он откидывает. Я тоже думаю, что это будет много затратно по ресурсам, при этом малоэффективно. Поэтому достаточно действительно каналы, даже если загорится кто-то, ну это неделя максимум этого горения. Ну да, если больше ориентироваться на молодежь, современное движение, да, какие-то акции проводить. Теперь у нас норматив 50-60. Ну, дело в том, что действительно вы хотите, да, за какой-то период взям вам целую линейку цифр выдали, готово, все. Для этого нужен специалист, чтобы поработал, все это собрал вам. Значит, и готовенький все выдал. Вот, пожалуйста, пишите статью. Нет, так тоже не годится. Надо, чтобы человек, который был ответственен за ведение этой информации, он кропотливо брал, с сайта выписывал там эти цифры. Сидел там каждый день, там, каждую неделю, там, и у него создавалась вот эта динамика. Я считаю, что так. А так, чтобы вам готовы выдали, чтобы вы просто написали там выводы при статьях каких-то. За вот эту работу дополнительную надо специалистам платить. Я не говорю про статью, даже просто линейку данных. Ну, допустим, сделайте экспедицию, если там ну там тоже просто обсуждали, возможно, и дадут, говорят, ну немножко видоизмененном варианте для прессы. Что говорить о том, да, что они не представляют информацию общественности? Если они не представляют достоверную информацию надзорным органам по запросу, они могут ее тоже исказить по официальному надзорному органу. Для этого существует процедура проверок. И на проверку, чтобы выйти, это тоже сложный процесс. Я знаю, что пока ты не проверишь, пока столько документов на проверку не оформишь, тебя туда не пустят, не даст там замерить что-то. Ну так, да, а что за этой ситуации? Никак не изменишь ее. Можно у надзорного органа эти данные запрашивать официально. И по результатам проверок они что-то могут выдать. Но все равно, это же Россия. Даже вот
сюда людей пришли, потому что просто попросили. Ну, чисто проблема грязный воздух, она вот как бы пластик. Мы можем отказаться от пластика, а воздух мы не можем отказаться от воздуха. То есть я не могу сказать, а я не буду дышать этим воздухом грязным, да, я уеду. Единственный вариант, я уеду в другое место жить. В рамках того, что я имею. Как я могу лично, да, вот сделать так, чтобы хоть как-то минимизировать загрязнение воздуха. Я как минимум должна знать, от чего у нас идет загрязнение. Если я знаю, что транспорт 50-60% загрязнителя воздуха, у меня есть свой личный транспорт, я как вариант могу хотя бы на выходные отказаться от транспорта. Или покупать да, покупать электромобиль, ну, как минимум, топливо почаще использовать. Процент роста этих именно электро. А потому что оказалось, что причем они подешевели в цене. Но это для каких людей, да, для меня, допустим, ну, я вообще не воспринимаю таких автомобилей. Ну, это просто технология пока что. Да, мы можем тоже тиражировать эту информацию, да? Не они так дети, не они так умные. Продаж, уехал. Вот что метро, вот, из нашего хотя бы раньше они сами я как водитель, я готов эти деньги давать государству. Но не частно, я хожу, получаю вот стетоскопы, он не выходит, анализы, он даже не смотрит, пара горит, люк есть. Он вот того, что они встречаются, я ему даю 500 рублей, я не прощаю. Главное, поставить вот то есть, ну, сейчас же транспорт научится на лошадиных силах, а то есть там у кого-то могут быть 700 лошадиных сил, но выброс у него минимальный. А там тот же мои Жигули, там у них 60, но они там выброс. И государство должно взять это самое. Нет, ну что, они есть информативно. При этих осмотре доклада. Они должны это проверять. Они говорили, что все нормально. Просто на самом деле они там проверяют. А когда ты стоишь и проверяешь какой-нибудь зависит, скажет, да, я думаю, почему не работает эта система? А потому что у нас система, да, того же самого контроля инспектора, да, что он хотел, что он проверял на ненормативные базы, на лабораторные базы, да. Мы, например, руководство министерства готовы рассмотреть вопрос, чтобы была такая лаборатория при природе администрации города, да, которая могла, имела полномочия вот эти задания. Да, это опять финансовая имел возможность штрафовать. А как здесь вопрос решать? Ну, то есть это же машина завода изготовительная, в общем. Только у нее же много, может быть, конструктивных, сказать, нарушений, да, законов, из которых у него не соблюдаются вот эти показатели. Она когда новенькая, конечно, да, сейчас с двигателем что-то не то, да, он уже работает по-другому, и полностью другого цвета, соответственно, да. Уважаемые, мы по статистике все ездим на машине. Второе поколение себе. Выхлопу уже говорили. Здесь как-то то, что... Допустим, я, да, ну, купила электромобиль, при этом ездит какой-нибудь дружелет, который... Да. То есть надо просто именно транспортную налог-систему как вовремя использовал нормальное топливо. А какое нормальное топливо? У нас нет нормального топлива. Везде бензин разбавленный, всегда идет. Масло паршивое идет. И от этого это загрязнение. Здесь не виноват, что я там Жигули залил. На газе у меня машина не едет. Она не едет.
Я еду на них 40, а мне надо быстрее. Как мне с потоком справляться? Видите, здесь такой вопрос. Здесь нужно просто сделать транспортный налог должен был быть за выброс именно. То есть, если у тебя машина там старше какого-то года, то есть там увеличивается процент добавления идет вот, транспортного платежа. Я замучился за выброс именно. Ну, здесь проблема, которая не имеет решения, да? Скажем так, давайте мы ее немножко перелистнем. Больная тема. Если мы начнем налог по состоянию выброса, мы куда-то в тень. Ну, это как камеры скоростной режим, да? Денежка пошла. Как только денежки начнут приносить, соответственный процесс пойдет. То есть мы сейчас платим за мощность. Что можно я повторю? Это техосмотр, жесткий техосмотр по газовому качеству. Чего можно начать? Все равно будет так же, типа, чуть больше оперативы. Ну, тоже как вариант решения проблемы. Да, вот легче воспитать, чем перевоспитать, если такая поговорка. Да. Если мы начнем молодое поколение воспитывать с детского сада, что вот есть понятие экология, вот есть у нас правила дорожного движения, у нас с детского сада учат переходить дорогу на зеленый свет. Начнем воспитывать экологическое просвещение. Вот есть у нас чистый воздух, как он загрязняется. Будем детям объяснять, чтобы дети понимали, что когда вырастаешь, что я лучше буду топить дровами, чем творческий процесс. Делать не просто там благородство, какое-то благородство воспитывать, а именно вот будет к этому. То есть экологическое просвещение тоже У нас очень много в стране людей, кто рисует мультики для ютуба. Как бы они рисуют, ну, просто для себя. Что они рисуют? Как я вырос, да? Какие проблемы поднимаются в школе, да, вот это. Их можно даже, так сказать, поощрять в виде конкурса. Да, просто заказы делать у них. Конкурсы с экологической составляющей, да, почаще проводить. Да, тоже почему нет? Это же будет тиражироваться, то есть провелся Вот сейчас даже среди КВНщиков есть люди, кто рисует. Вот Чингис Голод, допустим, КВНщик, они делали проект, комикс рисовали. Мальчик какой-то там. То есть они пытались тоже благородство там делать. Ну, никто спонсировать это не хотел. Комикс достаточно интересный, то есть КВНщики же работают,